Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Будет ли мужчина вас возвращать? Вот если вы поссорились, либо расстались, вот загадайте на свою ситуацию. Давайте вместе все узнаем. Представьте своего мужчину, назовите его по имени и задайте ему вопрос. Так и спросите: будешь ли ты меня возвращать? Ну и давайте узнаем его ответ. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Что сейчас скрыто, это о чем можно услышать и узнать. Ой, ну прям крест показал. Смотрите, и себя с букетом показал. Конечно, будет. Девочки, куда он без вас? Кому он нужен? Боже мой. Тут на него сейчас вот прям жалко смотреть. Все рушится, да? Шеф, все пропало. Здесь мужчина явно погорячился. Вот как-то против него это все обернулось. Да? То, что он там с вами расстался, что-то себе лишнее позволил. Вот как все против него обернулось. На ответ, будет или не будет, точно будет. Уже он ботиночки завязывает, да, одевает, завязывает, и уже считайте, что полкорпуса к вам направилось. Красиво будет возвращать, очень красиво. А вот здесь мне показывают, что он что-то замышлял вот в моменте, когда вы расставались, либо когда у вас все шло к ссоре, к расставанию. Вот ему казалось, что он прям такое у вас золотце, что стоит ему вот так щелкнуть пальцами, и все девчонки его. Вот он как вам, знаете, как уходил, но уходил как на время, да, типа вас проучить, показать, что вот я такой желанный мужик, да вот за мной там все бегают, вот что ты там из себя строишь, да, вот смотри, какой тебе достался, да, оторвала самого лучшего. Вот как что-то хотел вам доказать. Может быть, даже еще хотел доказать, что вы там одна останетесь, что вы одна не справитесь, что вы одна не сможете, да, вот как хотел немножко, как принизить даже мне идет, как самоутверждался, скорее всего, да, в этом моменте. Вот ему казалось, что это все прям вот в мечтах, в его мыслях, да, что вот все идеально сложится, что он типа от вас уйдет, да, либо вы рассорились, разбежались, и вы вот одна не справитесь, вся в слезах, зареванная, его, значит, умоляет, чтобы он к вам вернулся, да, и он тогда сделает вам одолжение, ну так вот по-барски, да, и к вам вернется на определенных условиях, на условиях, что вы там ничего от него не ждете, не просите, а в рот ему, значит, заглядываете, да, и по первому там поднятию брови все для него делаете. Вот у него такой был замысел. Может быть, даже он специально спровоцировал ссору между вами, чтобы вам, значит, вот это все доказать, да, самоутвердиться. Но все, девочки, пошло не по плану. Прям все пошло не по плану. Вообще оказалось, что он никому не нужен, никому не интересен. С такими жадненькими и эгоистичными мужчинами, да, девушки не хотят иметь отношений. И то, что у него смазливая мордашка, это прям совсем ни о чем. Денежку давай, да, на женщину денежку трать, будь мужиком, и тогда только я на тебя внимание обращу. Вот. Не то, что вы прям все от него терпели, шоколадки получали и ромашки. Вы-то терпели, вы-то ничего ему не говорили, даже не обижались на него. У вас вот как рай с милым в шалаше был. Вот. И он думал, что и все такие женщины, что у него мордашка симпатичная, он любую может себе оторвать. А нетушки, все вышло ровно наоборот. В общем, кому бы он там ни подошел, все вот женщины от него как-то вот шарахаются, спиной отворачиваются. А может быть, и вы постарались, может, вы всю правду рассказали, какой он в отношениях. Девчонки послушали, сказали: ой, нет, нам такого фрукта не надо, да, а то оскомина пойдет. Ну, а может быть, он еще и до вас прославился, да, что он такой вот прижимистый,
жадненький, там прямо о себе только думает, только о своих интересах, да, беспокоится. В общем, никто его, девочки, не захотел, никому он даром не нужен. Вот и все. Помыкался, потыкался один. И вы, значит, не приходите. Он вас ждал. Он ждал, когда же вы придете, когда же вы начнете. Вот смотрите, прям выглядывал, как флюгер крутился, так к окну бегал, да? Когда же она вернется, когда же она меня придет умолять, чтобы я ее простил, чтобы я опять был с ней. Вот прям... много на себя взял этот мужчина, честно. Я вот прям без смеха не могу рассказывать. Вот я вижу его метание, стенание, тут внутреннюю борьбу, истерику даже его вижу. В общем, да, не сладкие моменты он пережил, девчонки. Все ждал, а вы все не идете. А все от вас ничего не слышно, либо слышно, что вы там то там потусили, то тут побывали, то там погудели, да, что вот вы начали жить полноценно. Может быть, он вас тоже как-то ограничивал, может быть, он вам не разрешал с друзьями встречаться, куда-то ходить, жить активной, полноценной жизнью, да, возможно, такое было. Вот, держал вас около себя, сам сидел в компьютере, да, в игры играл, а вы рядышком с ним находились, да, сами себя развлекали, вот, и мысли даже не было с кем-то куда-то пойти, потому что не хотели скандалов и ссор. А тут вы уже пошли в отрыв. Вас никто не ограничивает, вы женщина свободная, вы веселитесь, вы развлекаетесь, вы сама себе хозяйка. Кто-то из девчонок в соцсети видео, да, может быть, там всякие непристойные фоточки, а может быть и пристойные, просто вы шикарно выглядите, да, а может, специально провоцируете. Вы же разные, да, у каждой своя политика. В общем, тут он просто вот на попу и сел, за голову схватился и думает, все, я ее потерял. Все, я ей не нужен. Вы так похорошели за это время, вы знаете, как назло ему похорошели. Он-то думал вас видеть в соплях, в слезах, да, всю такую взлохмоченную, неухоженную, несчастную, там, с синяками под глазами, потому что все ночи напролет плачете без него. А нет, он видит перед собой шикарную женщину. Он видит просто вот картинку с какого-то модного журнала, да, обложку модного журнала. Шикарная, самодовольная женщина, самодостаточная, да, довольная своей жизнью, живет на широкую ногу, веселится, развлекается, каких-то успехов добивается. Вот прям вы очень изменились с того момента, как вы расстались. Да, у вас прям гора с плеч ушла, потому что он вам все-таки какую-то нервную обстановку создавал, и вот как гнет какой-то мне еще идет, вот как камень, да, как камнем так лег на вас и никуда вас, значит, не пускает, вот как тяжесть на себе несли. А вот он ушел, и вы раз такая, и расцвела, да, и давай жить на широкую ногу. Вот и все, девочки, больно ему было. Как же он на вас злился. Как же он тут прям, смотрите, волосики себе на голове дергал. Думал, как она может, да, вот я тут сижу, страдаю, ее жду, готов уже простить. А она, значит, там развлекается. Да у нее там уже другие какие-то мужики появляются. Ой, как же ему было плохо. Вот это он плохо выглядел. И выглядит, кстати, плохо до сих пор. Прям осунулся весь. Вот, а вы веселились, а вы во все тяжкие, да? И слава богу, хоть стресс сняли. Вот серьезно, передо мной шикарная женщина. Женщина, которая любит себя, любит жизнь, любит себя в этой жизни. Вообще умничка, молодец, аплодирую стоя. В общем, девочки, сделал ваш этот товарищ дорогой и понял, что он вас теряет. И каждая минута, секунда без вас – это вот прям разрыв во времени и в пространстве, да, что если дальше так пойдет, то вы быстро сейчас с кем-то утешитесь, еще и замуж выскочите, либо куда-нибудь уедете, и все, будет безвозвратная потеря. Вот, так что он сейчас себя в порядок приводит, перышки себе он, смотрите, начищает. Я так понимаю, что он для вас что-то заказывает, может быть, какие-то особые цветы, может быть, вы любите какие-то особые цветы, а может быть, вы ему когда-то говорили, что вот мечтаете о букете, там, в 101 розу, 1001 розу. Сейчас, да, такое предложение, да, столько красоты везде есть.
А может быть, вы еще что-то ему говорили, либо у него просили, а он такой смеялся над вами. А теперь он прям попа подгорает, ищет, чтобы вот прям для вас прийти с праздником, с красотой и вам это все подарить, да, бросить к вашим ногам, чтобы вы горячку не пороли, да, с другими мужчинами не общались, чтобы он вас окончательно не потерял. И еще, знаете, девочки, здесь так показано, что только лишь вот в этой разлуке, которую, кстати, сам вот он виноват, что вы все-таки расстались. Вот мне идет, что он либо обидел очень сильно, вот специально обидел, либо пошел на этот разрыв с целью вас проучить. Вот как он виновник разлуки. В этой разлуке, да, он наконец-таки как начал понимать, до него начало доходить, что ведь он только вас любит, и только вы ему нужны, никакие другие женщины. Во-первых, он другим женщинам не нужен, во-вторых, они ему не нужны, им хочется быть только с вами, что это вы именно женщина его жизни. Вот надо же было такую вот мясорубку пройти, да, устроить и вам такую мясорубку, и себе, чтобы вот это все только так понять. Таким образом только до него дошло, получается. Вот. И такие сильные чувства у него сейчас прорастают к вам. Очень серьезные чувства. Прям полностью он поглощен вами, девочки. Поглощен. Еще как поглощен. Еще каких-то людей просит, чтобы они ему про вас докладывали. То ли это ваши какие-то общие знакомые, то ли, может быть, в одном круге общаетесь, да, вот как, чтобы докладывали, где вы, с кем вы, да, что там у вас происходит на личном фронте. Вот, спохватился парень, спохватился. Но вот он уже прям должен появиться, девочки. У кого-то, может, и сегодня, у кого-то завтра, послезавтра, понимаете, в ближайшие дни. Мне так идет. Но вы все разные, у каждого будет по-своему. Но вот уже все. Решился, определился, выдвигается. Потому что считает, что он вас потеряет. Дальше медлить нельзя. И тем более же болит, понимаете, сердце-то болит за вас. Из-за вас, за вас сердце болит. Ну как это, да? Вот как собственными руками все разрушил. Хотел, значит, вам тут доказать свою бриллиантовость, да, а при этом в грязь лицом упал. Ну вот как-то так идет, да, сам себя подвел, сам себя обманул. Но с другой стороны, если вы до сих пор его любите и готовы принять, поверьте, эта разлука пойдет вам только лишь во благо. Мужчина здорово поменялся за это время. И вот вижу, что прям теперь он вам будет в рот заглядывать. Да? Очень будет вами дорожить. Прям безумно будет дорожить. Смотрите, чтобы это, конечно, в ревность не вылилось, но теперь вся ваша ситуация именно в ваших руках. Вы можете дергать за все веревочки, да, чтобы влиять на этого мужчину. Вот. А вообще я вижу, что вы как-то не сильно переживали. Может быть, вы подсознательно чувствовали, что он от вас никуда не денется, да? Прям какая-то уверенность у вас была. И вы это время использовали скорее как отпуск, да, что я вырвалась, теперь у меня отпуск. Но вы всегда знали, что он все равно придет, что он все равно появится, что он без вас не может. Вы знали, да, скорее всего, вы знали. Очень много ведь девочек приходят на мою отсылку, очень чувствительных, восприимчивых, девочек с талантом, с даром. Вот, скорее всего, да, вы знали. Вы знали и, возможно, кстати, как-то чувствуете его эмпатическим путем, да, что с ним там происходит. Но он готовится, он будет вас возвращать. Причем здесь мужчина настолько он решился, настолько как вопрос жизни и смерти, понимаете? Для него это, да, вопрос жизни и смерти. Проиграть он не может, отпустить он вас тоже не может. Будет добиваться, брать измором, не знаю, что там, умолять, в ногах валяться, что он там для вас планировал. Все это будет делать он только в 3 раза больше. Лишь бы вы были его, лишь бы вы были с ним вместе. Вот такая у меня цыпочка вышла. Он вас на руках тут держит. Видите, вот это он, вот это вы, и вы у него на руках. Вы друг другу в лицо смотрите. Я так понимаю, что у него получится, да? Не мытьем, так катаньем, и он вас вернет. Либо, как я говорю, да, вы знали, что это блажь, и что она пройдет, и что вы все равно будете вместе. Просто вы, наверное, хотели тоже, чтобы он менялся. И как раз-таки эти перемены и произошли. Так что, мои хорошенькие, вернется, 100% вернется. И не просто вернется, будет вас возвращать, будет вас добиваться. Да, жизнь как прошлое вернется, но на новых условиях, по новым правилам. Именно это здесь и показано. Мужчина тут изменился, очень сильно изменился. Он стал более ответственным, порядочным.
и любящим, девочки. Вот любовь ему открылась, да, что он вас любит. Ну, во благо, мои хорошие, во благо. Тем более я вижу, что это взаимно. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.